Привет, телезрители! Добрый день, ребята! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Продолжаем вещать на домашнем. На страже твоей осведомленности Аня Шакова и Никита Гуров. А вот чем нас порадуют наши корреспонденты. Сегодня в выпуске: как эффективно учиться в дистанционном формате, что такое онлайн-концерт, какие хобби вновь становятся в тренде и в чем будет актуально ходить летом. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре уже 13 мая. Весна прошла максимально незаметно. Поэтому же вовсю хочется говорить, что за окном самое настоящее лето. Да, но давай не будем долго разглагольствовать о погоде, потому что впереди у нас очень много новостей. Например, в Уфе начали потихоньку запускать фонтаны. Обычно их запускали 1 мая. Но в этом году поступил приказ не запускать фонтаны раньше 11 мая. Все равно в парке не погуляешь. Я расскажу вам про полезный распорядок дня и поделюсь советами. Вы можете сделать процесс обучения более приятным, если отключите ненужные уведомления и сделайте в свободное время разминку для шеи и для глаз. Обстановка вокруг должна быть более похожей на школьную, чтобы лучше сосредоточиться на уроке. То есть не стоит лежать либо кушать во время занятий. Я даже, как бы странно это ни было, надеваю школьную рубашку. После учебы саморазвитие будет отличным решением. Ежедневно заниматься саморазвитием уныло. Поэтому не забывайте про свою возможность устроить домашнюю вечеринку. Если же вы в нее включите просмотр фильмов и видеозвонок друзьям, то это будет еще круче. Если вам надоело слушать энергичные биты популярной музыки, или вы ищете способ быстрее уснуть, потрясной находкой для вас является сайт Berliner Philharmoniker, где можно наслаждаться мастерской игрой на музыкальных инструментах, от флейты до пианино, от соло до оркестра. Надеюсь, вам пригодятся мои советы. Желаю вам не лениться и саморазвиваться. Александра Кудина специально для «Горы новостей». Но, несмотря на режим самоизоляции, города начинают преображаться. Вот, например, в Баймаке к 9 мая на фасаде здания появился портрет генерала Миннегаля Шаймуратова. Это очень круто. Достопримечательных мест никогда не бывает много. Эта идея появилась у работников ЖКХ. Они выбрали 2 здания, на которых изобразят образы героев, которые проявили доблесть на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому рисовал рисунок генерала 112-й кавалерийской дивизии Миннегаля Шаймуратова известный художник Фанис Курмашев. А как преобразиться к лету самим, давайте посмотрим в следующем сюжете. Привет! И сегодня я расскажу тебе о нескольких модных луках на лето 2020-го. Ну, пойдем, я все тебе покажу. Оверсайз в этом году никто не отменял, к тому же этот пиджак подойдет ко многим другим лукам. Майка станет основой в нашем образе, она такая классическая. Пиджак при желании можно накинуть или снять, образ от этого хуже в принципе не станет. И не забываем про джинсы. В этом сезоне в моде неровные края, а цвет должен быть синим. Синий тренд сезона. Как я уже говорила, этот пиджак подходит ко многим лукам. При желании его, конечно, можно снять. Штаны должны быть свободного кроя. И по пятку, желательно даже длиннее. Переходим к следующему. Белый костюм будет одним из самых модных образов для всех девушек. К тому же такой костюм сделает из вас не только модную красотку, но и придаст роскоши и дороговизну образу. Если у вас нет пиджака, его всегда можно заменить белой рубашкой. Хуже это ваш образ не сделает.
Дальше на подходе у нас последний лук. Летом всегда хочется побольше веселья и задора. И как нельзя кстати, в моде летом 2020-го будут платья и юбки с рюшами и волнами. Такие элементы всегда придают больше веселья и азарта. Ну вот мы и подошли к концу. Помните, когда вы хорошо выглядите, вы делаете приятно не только себе, но и окружающим. Яна Сайкина специально для Горы новостей. Яна, спасибо. Мне кажется, очень актуально. Ох уж эти девчонки, им бы только наряжаться. Вообще-то нет. Удивительная история доброты облетела все социальные сети. Уфимка Алина Гелязова рассказала историю об охраннике подъезда, который спас птенца дятла. Если честно, никогда не видел птенцов дятла, как и, впрочем, самих дятлов тоже. Да, то, что птенец оказался в черте города, это довольно странно, но его хотели заклевать вороны, а добрый охранник не дал случиться беде. Теперь дятел прилетает к своему спасителю и даже садится на руку. Какая милота! Да, я напомню, что у меня 2 собаки и кот, так что такие новости мне очень даже по душе. Ну а если ваши родители не разделяют такое увлечение, то вот вам совет от нашего корреспондента. Постоянно сидишь на балконе один? Я расскажу, как сделать себе друга. И для этого тебе понадобится обычный лист бумаги. Сначала нам нужно согнуть вот так вот лист. И теперь нам нужно отрезать вот эту часть. Вообще оригами очень интересное искусство, так как с помощью него можно сделать очень много разных вещей, вплоть до тарелок. Но, естественно, они будут не функциональные, а так для красоты. Мы делаем крылышки вверх и в сторону. Теперь мы делаем нашей лягушке спинку. У нас все получилось. Вот так у вас получился новый друг. Если же у вас есть маленькие братья или сестренки, или же у вас просто большая семья, то вы можете вот этих лягушек наделать и устроить соревнование. Караваева Акелина специально для Горы новостей. Акелина, спасибо! Мне кажется, я раньше тоже так умела. Поэтому предлагаю вспомнить о позабытой технике оригами. Но только после эфира, ведь новости превыше всего. На озеро Тёлпы, то, которое в Инорсе, прилетели лебеди. Очень красиво, выглядит прям как открытка. Да, сегодня в выпуске вообще много орнитологических новостей. Я бы сказал, новостей из мира животных. В Уфе с дерева сняли, внимание, игуану. У нас что, вообще такие существа в городе водятся? Как она туда попала? Житель Уфы решил прогуляться со своей ручной ящерицей во дворе и, испугавшись собаки, та залезла на дерево. Пришлось вызывать спасателей, но чешуйчатую сняли, все в порядке, все нормально. Я не представляю, как игуану можно держать дома, ее же даже не потискаешь. Знаешь, ко всему можно привыкнуть, ведь недавно нам было непривычно, что концерты мы можем слушать и смотреть онлайн. Запрет на проведение массовых мероприятий никак не повлиял на любителей концертов, ведь теперь поклонники могут наслаждаться живым исполнением своих любимых песен в онлайн-режиме. Последний день лета, прощальная песня. Остатки теплого южного ветра, растрепанный дым, разбросанный пепел. Капли на перегонки по стеклам. Никто не выиграл, ладонью стерты. И только воспоминания фоткой в альбоме сделают добрые. Своим концертом фанатов уже порадовал Зейнеддин, который не только исполнил всеми любимые композиции, но еще и ответил на вопросы слушателей в прямом эфире. Кроме того, в прямой трансляции выступили Айдар Галимов, Хаким и также другие артисты Республики Башкортостан. А в отличном завершении вечера выступил народный артист республики Элвин Грей. В свою очередь, Элвин Грей провел уже несколько онлайн-концертов, на которых исполнял всеми полюбившиеся песни. Я считаю, что онлайн-концерты — это очень удобно, потому что лично я лежала дома в пижаме с едой в комфортной обстановке
и все равно наслаждалась музыкой в режиме онлайн. Если бы я решила посетить подобные мероприятия вживую, то пришлось бы терпеть толпу людей, очереди и прочие недостатки. Молодые исполнители также не отстают от трендов и проводят онлайн-концерты. Гульнара Байгузина – талантливая певица и автор собственных песен, а также девушка записывает каверы и восхищается музыкой Леонида Агутина, который в свою очередь тоже следит за ее творчеством. У Гульнары мы узнали об ощущениях на онлайн-концертах от лица самого исполнителя. Я буду навсегда с тобою, не беспокойся, я все помню. Это, конечно же, не сравнится с живыми концертами. На живых концертах атмосфера нереальная, потому что ты вживую видишь исполнителя, ты видишь этого человека, ты слышишь, как он поет без фонограммы, без записи, своим голосом, настоящим, со своими мелизмами, которые, может быть, импровизируют прямо сейчас на сцене. Многие артисты проводят свои онлайн-концерты еженедельно, поэтому абсолютно каждый слушатель сможет найти для себя что-то по душе. Интересно, на какие онлайн-концерты уже сходили мои сверстники? Я была на онлайн-концерте Федука. Мне понравилось это мероприятие, потому что оно проходило в прямом эфире, и я могла даже общаться с другими зрителями. Но, несмотря на то, что как таковой атмосферы концерта я не почувствовала, я все равно считаю, что такие мероприятия помогают развеяться на карантине. Мировые артисты проводят онлайн-трансляции для тысячи зрителей. Звезды российской эстрады также делятся своей музыкой с поклонниками. А по привычке жду какого-то отзвука. Безусловно, живые концерты имеют свою неповторимую энергетику и плюсы, но онлайн-концерты стали отличной альтернативой на время карантина, в чем многие уже убедились. Мероприятия такого рода очень важны для всех жителей республики, ведь теперь, чтобы сходить на концерт любимой группы, достаточно всего лишь подключиться к интернету на своем девайсе. Вероника Первушина специально для Горы новостей. Ну а на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Аня Шакова и Никита Гуров. Будь на вершине событий и оставайся дома. Пока-пока.